С древнейших времен в сказочных горах на северо-западе главного Кавказского хребта живут карачаевцы. Их отчие земли Теберда, Домбай, Архыз, Махар, западная Прельбруси всемирно известны. Они являются прямыми потомками Алан. Сокрушительный удар по Алании был нанесен во время нашествия войск Тимура в 1395-1396 годах. Значительная часть населения была истреблена, часть угнана в рабство на восток. Лишь незначительные группы сумели укрыться в горных ущельях и на южных склонах главного Кавказского хребта. По форме обращения к единоплеменникам все карачаевцы употребляют прежние самоназвания – Алан. Лев Толстой в свое время выделил карачаевцев как народ, отличающийся своей верностью, красотой и храбростью. Рисуя этнографический портрет карачаевского народа выдающийся русский ученый-ориенталист XIX века академик Клапрат подчеркнул: «Вообще можно с полным правом сказать, что карачаевцы – самый культурный народ Кавказа, и что по мягкости нравов они превосходят своих соседей». Как бы подтверждая эти мысли, академик, генерал русской армии Бларамберг говорил: «В целом можно сказать с полным основанием, что карачаевцы относятся к числу наиболее цивилизованных народов Кавказа, и что благодаря своему мягкому нраву они оказывают цивилизующие действия на своих соседей». Присоединение Карачаев в состав Российской империи датируется 23 октября 1828 года. После кровопролитного 12-часового Хасаукинского сражения, в ходе которого царским войскам под личным командованием генерала Эммануэля удалось одержать победу над карачаевским ополчением. Войска Эммануэля потеряли убитыми и ранеными 163 человека, что превосходило потери русских в ходе боев с 30-тысячным османским корпусом Батал-Паши. Из рапорта командующего войсками Кавказской линии Черноморья Эммануэля военному министру Чернышову о взятии Карачая. «Спешу вашему сиятельству донесть, что фермопилы Северного Кавказа взяты нашими войсками, и оплот Карачаева, подошвы Эльбруса, для всех горских народов, враждебных против России, помощью Божией и храбростью войск под личным моим предводительством разрешен. Сражение с карачаевцами произошло всего октября 20 числа. Оно началось в 7 часов утра и окончилось в 7 часов вечера. С овладением последней высоты победа покрыла новою славою российское войско, в всем деле участвовавшее». Далее в документе говорится: 22 октября, представляя лично ко мне их повелитель Вали-Ислам Крым-Шамхалов со всеми старшинами, равно и весь карачаевский народ, присягал на верность подданства государю и императору с представлением как от его Ислам Крым-Шамхалова, равно и от 3 еще первейших фамилий аманатов. За окончанием таким образом всего важного дела для будущей безопасности и спокойствия Кавказской области войско выступило 24 октября в обратный путь, и я прибыл в Ставрополь 29 октября. Подробное донесение о всем действии, о числе войск воном, как и в самом сражении участвовавшем и о прочем, я буду иметь честь впоследствии представить. 30 октября 1828 года, город Ставрополь, генералов кавалерии Эммануэль. Столичная газета «Северная пчела» писала в те дни о факте присоединения Карачая. «Блистательный успех предполагает путь к успокоению всего края Кавказского. Пример покорения всего народа, почитавшегося у всех горских жителей самым непобедимым, дает, впрочем, подумать о возможности повторить с ними таковое же происшествие». Карачаевцы свято выполняли данное обещание. Все попытки послов Сефербейзана и Сулеймана Эфенди
привлечь карачаевцев к выступлениям против России не имели успеха. Даже Наибу Мухаммед Амину не удалось привлечь их на свою сторону под знаменем мюридизма. Основная масса населения Карачая не поддержала его. Не потому ли известный русский исследователь Сысоев писал: «Однажды, присягнув русскому царю, карачаевцы были вполне верны данной присяге. В награду за верность карачаевцам высочайше была дарована земля в пределах теперешнего Карачая». Карачаевцы не подверглись переселению на новые территории, сохранив свои поселения и свои земли. Уже в 1829 году была направлена экспедиция для обследования гор и, главным образом, Эльбруса. Кроме ученых, в ней принимали участие в качестве проводников представители карачаевского народа. Это был первый подъем на крышу Кавказа Эльбрус. Так началось исследование недр Карачая, строительство дорог и укреплений. История Карачая во второй половине XIX века, после окончания Кавказской войны, подчинялась новым закономерностям, имела свои достижения и свои неудачи. Карачай постепенно втягивался в общее русло развития России, и здесь проходили реформы социальных и политических отношений, создание светских и духовных школ, зарождение своей интеллигенции. Весь путь развития карачаевцев проходил в тесном единении с русским и другими кавказскими народами. Они вместе переносили войны и революции, помогая друг другу. Богатейший фольклор карачаевского народа, его устное народное творчество донесли до наших дней многие исторические эпизоды из своей жизни, из жизни своих соседей. Многие карачаевские народные песни стали памятниками тех или иных трагических событий и других народов. Одна из таких песен «Уллу-Хош», что в переводе означает «большой Хош», название одного из адыгских аулов. Вот что говорит выдающийся черкесский ученый Ибрагим Калмыков. Я слышал большей частью от специалистов, занимающихся фольклором карачаевским фольклором. К сожалению, у адыгов эта песня утеряна, если даже и была у адыгов. Может быть, другие песни были связаны с Кавказской войной, но мы, к сожалению, не зафиксировали. Но об этой песне речь идет, как происходила война, сражение между русскими войсками и адыгами. Вот эта песня как раз доказывает дополнительно к тому материалу, который сегодня в архивах имеется, отложилось во время. Ведь отчеты же писали военачальники, направляли в столицу России. И вот эта песня, которую вы так вас заинтересовала, эта песня заслуживает большого внимания, поскольку содержание песни отражает тот период, страшный период во время Кавказской войны. Спасибо тем лицам, которые донесли эту песню до наших дней, что это было зафиксировано. Не все песни дошли, а вот эта песня дошла. Спасибо представителям этого народа, карачаевского народа, которые зафиксировали эту песню, которые создали эту песню. Я представитель кубанских нагайцев. Занимаюсь исследованием, собиранием публикаций нагайского фольклора, древнего эпоса и памятников нагайской литературы XIII – начала XX века. Разумеется, в нашем Карачаево-Черкесском институте гуманитарных исследований собралась многонациональная армия, группа талантливых ученых из числа карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев. Безусловно, нас очень интересует трагическая прошлая судьба наших народов. Наши народы, хотя на сегодня малочисленные народы, имеют за плечами тысячелетнюю историю. Установление исторической основы, а также исходных точек любой песни, самой маленькой песни, требует большой работы. Карачаево-балкарским фольклором, его древним пластом, а также нардским эпосом карачаево-балкарским, и в том числе
песенным творчеством поэтически одаренного карачаевского народа я хорошо знаком, и в том числе я много раз читал песню «Хасаука», «Умар» и «Хож». Содержание этих песен, переданных слагателями этих песен эмоционально, чувством и правдиво, как я считаю, они не могут оставлять никого равнодушным. В таких песнях увековечено величие чуткой души карачаевского народа. Там нет слов человечность и боль, но они пронизаны ими от края до края. Как понятны слова поэта Николая Асеева, который писал: «Карачаевцы полны внутреннего благородства, сосредоточенной сдержанности. Это прекрасные, сильные люди, пасущие свои стада на склонах альпийских лугов, умеющие видеть и наблюдать, сравнивать и оценивать». Карачаевцы — один из самых трудолюбивых народов. О том, что Карачай является одним из животноводческих центров Юго-Российской империи, свидетельствуют данные о наличии скота второй половины XIX – начала XX веков. По числу голов скота на душу населения Карачай опережал многие регионы Северного Кавказа. Так, например, на каждого карачаевца приходилось более 2 лошадей, более 5 голов крупного рогатого скота, около 30 овец и коз. Это самые высокие показатели на всем Кавказе. В среднем на каждого жителя Карачая мужского пола приходилось по 121 голове разводимого в обществе скота. Далеко за пределами России общеизвестны карачаевская лошадь, карачаевская овца, карачаевский айран, а кефир — это подарок народам России от Карачая. Известный исследователь Дьячков-Тарасов в 1908 году прямо указывал, что кефирные грибки, без которого невозможно настоящее производство этого напитка, получены из Карачая, где зафиксированы народные сказания, связанные с появлением кефира. Из-за высокой выносливости и приспособленности карачаевской породы лошадей отборные кавалерийские части русской армии, кавказские казачьи полки предпочитали приобретать коней из Карачая. Об этом в 1913 году упоминает ученый-ветеринар Атаманских. Карачай в данном случае играет очень значительную роль, снабжая строевыми лошадьми большинства казачьих полков Кубанского и Терского войска и избывая вообще до 10 тысяч лошадей ежегодно. Свойства этой породы лошадей были продемонстрированы миру в 1998-99 годах, когда именно на них была осуществлена первая в истории конная экспедиция на высшую точку Европы и России Эльбрус. В небольшом очерке невозможно показать всю картину характера, нравов, обычаев, традиций, историю и этнографию целого народа. Но, как говорится, не надо пить море до дна, чтобы понять его привкус. Для этого достаточно капли. Но все же не можем не коснуться периода Великой Отечественной войны. В первые же месяцы Великой Отечественной войны в состав Красной Армии ушло 15 600 карачаевцев, то есть каждый 5-й представитель этого народа. 9 тысяч из них погибли на фронтах, то есть каждый 8-й. Карачаевцы приняли участие в защите Брестской крепости и практически во всех известных военно-стратегических операциях. Харун Богатырев, Магомед Тиккушев, Рамазан Темрезев в годы войны были командирами бригад. Воины из Карачая стали одними из самых дерзких и лучших партизанских командиров в тылу врага. Командиром прославленного белорусского партизанского полка стал Осман Касаев, о котором его противник, немецкий генерал Эрфмансдорф, писал: «Осман коварный, опытный в военном деле». Командирами партизанских отрядов были Кичебатур Хайркизов, Юнус Каракетов, Аскер Бархозов, Урман Киткеев, Белоруссия, Бугербе Узденов, Украина, Харун Чочуев, Словакия и другие. К званию Героя Советского Союза
было представлено 25 карачаевцев, из которых это звание получили лишь 11. Причиной стало выселение в ноябре 1943 года всего карачаевского народа. Большинство же воинов, представленных к этому званию, так и не получили его. Среди них Аскер Бадохов, Аскер Бархозов, Исмаил Батчаев, Магомед Диккушев, Мурадин Гаджаев, Ажу Канаматов и другие. В числе рекордсменов-орденоносцев можно назвать большое количество воинов-карачаевцев. Таким образом, один признанный сверху герой приходился на 6 тысяч человек. Этого показателя нет ни у одного народа во всем постсоветском пространстве. Наградой всему тому явилась депортация карачаевцев в Среднюю Азию и Казахстан. Это случилось накануне предстоящей лютой зимы 1943-1944 годов, и неудивительно, что погибла половина народа, в основном дети, старики и женщины. Карачаевцы, как народ, выжили благодаря трудолюбию и мужеству. Факты из истории карачаевского народа говорят совершенно обратное той клевете, которая была использована для переселения карачаевцев. Это было задумано и запланировано заранее. Помню, я пригласил на одну из цикловых передач из глубины веков Гостелерадио КБР профессора истории Кази Лайпанова и заслуженного ученого Российской Федерации Магомеда Хабичева. Это было во времена перестройки. Лайпанов принес почвенную карту Северного Кавказа, подготовленную Академией наук СССР в Ленинграде до Великой Отечественной войны и изданную в Казани в 1942 году. И вот что поразило. Областной центр Карачаевской автономной области, город Никоян-Шахар, уже был обозначен Глухорьей, а территория Карачая уже входила в состав Грузинской ССР, как Глухорский район. Комментарии излишни. Еще в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, в журнале «Природа» обсуждался вопрос о необходимости очистить эти прекрасные места от диких туземцев и соорудить здесь дачи и санатории для элиты Российской империи. Это было тогда, когда сыны Карачая на фронтах доблестно сражались в составе русской армии. В прославленной Кавказской дикой дивизии был отдельный татарский полк, в котором в основном служили карачаевцы. Среди них полные георгиевские кавалеры Жаттай Байрамуков, Чече Хаджичиров, Дауд Узденов, Алхаз Боташев, Сосран Боташев и другие. Были и те, которые дослужились до генералов русской армии, как Мырзакул Крым-Шамхалов. Кстати, о генералах. В 1860 и по 1880-е годы военным администратором Карачая был генерал Николай Петрусевич, член Русского географического общества, в совершенстве изучивший язык и нравы, обычаи и традиции народа. Горцы шли к нему как к высшему авторитету не по положению, а по признанию. Когда в 1880 году он был убит в Туркестане за 1000 километров от Карачая, карачаевцы по собственной инициативе и на собственные деньги совместно с казаками организовали экспедицию в Туркестан, привезли прах Петрусевича и похоронили на своей земле. Так вот, Николай Петрусевич не раз говорил о том, что красота и богатство Карачая были и еще долго будут источником бед народных. Переселенческое движение Северного Кавказа в пределы Османской империи, охватившее в XIX веке значительную часть коренных жителей, известно в истории под названием мухаджирство. Эмиграция многих горцев, а в некоторых случаях почти целых народов, была политикой имперских планов. По поводу причин и последствий мухаджирства до сих пор ведутся дискуссии среди историков и политиков. На этот счет бытуют разные точки зрения, их касаться не будем.
Но ясно, что эта трагедия не обошла стороной и карачаевский народ. Сейчас карачаевская диаспора проживает во многих странах мира. Самая большая из них находится в Турции. Ее культурный центр выпускает журнал «Объединенный Кавказ» на турецком языке и приложение «Карджурт» на карачаевском. Потомки мухаджиров из Карачая живут в настоящее время в 14 мононациональных селениях. Но за последние десятилетия большая часть семей переселилась в крупные города. Но и в этих городах они объединяются в культурно-национальные центры, способствуя сохранению языка, культуры и этнического самосознания. Разлученные с благословенной природой своей родины, мухаджиры тяжело перенесли переезд и с трудом приспосабливались к непривычному климату побережья. Группа переселенцев обратилась за помощью к султану, и он распорядился пропустить их во внутренние районы Анатолии. Его высочество падишах Османов Абдул-Халид объявил: «Прибывшие с Кавказа мои братья. Они могут поселиться там, где захотят. Их желание — мой приказ». По этому султанскому ферману переселенцы были свободны в своем выборе места для поселения. Вот один из эпизодов истории одного из богатейших селений — Башхюк. Пока на выбранном месте для переселенцев строились дома, сами они были личными гостями конийского губернатора и жили в городе Конье. Когда карачаевцы поселились в новом селении, они назвали его Юмран-Хамидия, что означает «подарок Хамида», то есть султана Абдул-Хамида. После свержения монархии село переименовалось Башхюк. Так образовалось одно из могущественных карачаевских поселений в Турции. На сегодняшний день вся округа на протяжении 35-40 километров занята полями жителей этого села. Почти каждая семья имеет тракторы, грузовики, комбайны, сеют по заказу государства пшеницу и ячмень. В 1919 году многие представители карачаевцев встали на сторону революционных сил, во главе которых стоял Мустафа Кемаль-Паша, Ататюрк. Движением мухаджиров из карачаевских сел руководил один из ближайших соратников Ататюрка — Бозкурт. Одним из важнейших результатов турецкой революции явилось завершение формирования турецкой нации и ее языка. Старшее поколение карачаевцев в Турции помнит небывалый наплыв в их села ученых, которые спрашивали различные термины и наименования. При этом они ссылались на слова самого Ататюрка, который сказал: «Найдите народ Карачай. Они говорят на самом древнем и чистом тюркском языке». Об этом говорили и потомки сирийских мухаджиров в интервью Карачаево-Черкесской областной газете «Знамя Ленина». Когда Кемал Ататюрк начал кампанию по очищению турецкого языка от заимствований, он пригласил к себе языковедов и сказал, чтобы они пожили в карачаевских селениях и взяли от них самые красивые слова. Карачаевский язык является одним из древнейших тюркских языков. Именно поэтому великий русский ученый-тюрколог Гумилев, говоря о языке карачаевца, говорил: «Мал золотник да дорог». Это то, что касается языка. В конце XX века парижский журнал «Мусульманин» писал: «Если у горцев отсутствуют знания чисто научные, зато у них в высшей мере развит культ воспитания, между тем, как к этому важнейшему вопросу только-только приближается наикультурнейшая Европа». Но клевета и шельмование карачаевского народа продолжается, несмотря на то, что у нас во дворе давно уже демократия. Быть может, сказывается его полуреабилитация. В 1979 году, к Международному дню защиты детей, у селения Нижняя Теберда был поставлен памятник жертвам безжалостной расправы с детьми-беженцами. В этой расправе наряду с немцами обвинялись и местные их пособники, под которыми следовало понимать жителей Нижней Теберды, карачаевцев. На этом месте останавливаются туристические автобусы, и десяткам тысяч людей со всех концов земли рассказывается о местных, как о каких-то нелюдях.
Хочется привести отрывок из письма секретарю обкома Карачаево-Черкесской автономной области в 1988 году ленинградского писателя Юрия Логинова. «Мне больно было вспомнить о перенесенных здесь детских страданиях. Сейчас мне больно глядеть в глаза прекрасным и мужественным людям, живущим в атмосфере кем-то нагнетаемых и распаляемых обывательским воображением легенд, порочащих их национальное достоинство. Считаю незаконное установление этого памятника преступно спланированной идеологической диверсией». А в 1990 году главная газета ЦК КПСС «Правда» признавала: то была утка, выпущенная мастерами-чекистами. Органы КГБ, работники прокуратуры Ставропольского края и Карачаево-Черкесской автономной области пусть и запоздало, но доказали, что жестокая расправа, которая ставилась в вину жителям аула Нижняя Теберда, выдумка. Но это было лишь 11 лет спустя. Всякое пятно лишь на чистом фоне выделяется особо и выразительно. Я Карачай знаю не понаслышке. Карачай, который выше своих гор ставит только мужество, честь и совесть. А гостеприимство карачаевцев славится на весь Кавказ. Именно из-за того, что правитель Алании Булат не выдал своего гостя золотоординского эмира Утурку Тамерлану, была уничтожена и разграблена Алания. На письмо Тамерлана: «Пришли Утурку, скрывающегося у тебя. Если нет, то я приеду с бесчисленным войском, которое сплошь состоит из львов, не знающих поражения». Булат ответил: «У меня хорошо защищенная крепость, и средства для войны приготовлены. Утурку у меня нашел убежище, и пока душа будет в теле, я его не выдам, и пока смогу, буду защищать и оберегать его». Этот дух и характер Алан и поныне живет в Карачае. Преданность и верность — вот что отличают этот народ. Главнокомандующий сухопутными войсками турецкой армии генерал Шахман Акай и главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил СССР генерал армии Владимир Семенов проходили службу в одно и то же время, но в противостоянии. Они выходцы из одного и того же народа, но живут Шахман в Анкаре, а Семенов в Москве. Это любопытный факт, но не единственный. Это примеры служения большой родине. Скрытая антикарачаевская кампания отчасти продолжается и сегодня, хотя давно уже нет в живых главного уличителя злодеяний карачаевцев, секретаря ЦК КПСС по идеологии Суслова. Но радует одно, что все это уже не государственная политика, а частные измышления. Карачаевский народ вступил в эпоху существования нового государства — Российской Федерации, со множеством проблем, порожденных временем диктатурой коммунистической партократии. Карачаевцы живут вдоль большого участка границы нашей страны. Они полны веры и полны сил для служения Отечеству. Хочется процитировать несколько строк из письма врача-окулиста профессора Ачаповского, жителя аула Учкулан, опубликованного в газете «Горская жизнь» в 1926 году. «Перед отъездом из Карачая, перед разлукой, может быть, на долгое время, мне так хотелось внутренне поклониться ему. У подножия Эльбруса я ощутил все величие чуткой души карачаевского народа». Пришло время прозрения, время нового взгляда на Кавказ, нового подхода к его проблемам. Самое главное — прислушиваться друг к другу, как старцы горские, друг другу лишних слов не говоря. И мы услышим здесь, на Кавказе, биение сердца великой России.